Друзья, всем привет! Вы смотрите Найза подкаст. Как и каждый понедельник, мы для вас здесь из студии Найзы вещаем, обсуждаем самые интересные новости, которые прошли на той неделе. Кроме того, обсуждаем какие-то интересные анонсы и то, что будет уже в будущем с Лигой Найза. Сегодня нету с нами, он жив, конечно, все с ним в порядке, но сегодня нету с нами Сулы. Он поехал тоже обозревать какой-то очередной ММА-турнир, потом он в следующий понедельник приедет и расскажет, что там было. В Астану уехал? Да, он уехал в Астану. Наверное, этот... У Василия Тахтая новый Василия, турнир, да. Contender Series, Василий Тахтай. Серьезно? Да, Тахтай Contender Series называется. Я вот видел историю Сулы, и там вот видели, когда внутри машины дерутся, я забыл, как называется. Говорят, Карфайтинг. Да, карфайтинг. Вот что-то такое даже, говорят, будет. Ну, судя по сторис. Друзья, если вы хотите узнать обо всем этом, обязательно нажмите лайк, напишите комментарий, или дизлайк. И подпишитесь обязательно. Для вас это не сложно, для нас это очень многое ценное. Так что мы нуждаемся в вашей подписке обязательно. Мы на следующей неделе это все расскажем именно здесь, на YouTube-канале Найза. Значит, что? 6-го Сула делал. Да? Что А было? сразу сейчас не сможем, да? Можно ему, конечно, позвонить, но турнир еще не прошел. Я к тому, чтобы люди подписались, ради чего, чтобы посмотреть через неделю, что там будет. Обязательно. Мы вас байтим на подписку. Вот такие у нас есть интересные слова. Да, поэтому не переживайте, что Сулы нету, он будет на следующей неделе. А может, наоборот, кто-то даже радуется, но те, кто радуется, сильно не радуются, потому что Сула все равно будет на следующей неделе. У нас много турниров, на самом деле, очень прошло. Был турнир UFC, был турнир PFL, был турнир One, был турнир Brave of Combat, как так называется, Nomad Promotion. Это не Nomad, который вот у нас кулачку проводит, а боксерский промоушен Nomad есть такой. Там в Астане они проводили турнир, там всех собрали топовых боксеров Это сейчас Nomad Казахстана. проводил? Nomad Promotions. Это другой. Это что-то такое, да. Не, я имею в виду, я понял, что не те. Это типа вот они проводили. Да. А там же вроде бы какая-то международная организация была. Наверное, какой-то промоушен. Но это именно... Нет, World Boxing. У них чемпионы, там просто некоторые же ребята там обладатели чемпионских титулов, и всегда, когда эти титулы разыгрываются, это проводится в ко-промоушене. То есть ты не можешь просто так разыграть титул чемпиона без организации, я так понимаю, которая его предоставила. Прикольно. Этот прекрасный звук означал, что Дидар будет пить Гориллу Energy. И очень много всего было. Был еще Барнакл, на который дебютировали в Дубаях. Там, кстати, выступал из Казахстана боец. Парень. И он победил. Я вчера там. пост сделал про него. Поэтому есть прям о чем поговорить. Плюс у нас совсем скоро уже будет турнир очередной Найза. Там тоже много есть изменений и много чего интересного. Обо всем этом сегодня и поговорим. Начнем мы по традиции с турнира UFC. Смотрел, Дидар? Да, посмотрел только два боя. Предпоследний и последний. Угу. Кто там дрался? 5 раундов было, да? Эммет. Джош Эммет, да, дрался с англичанином. Лерон Мерфи. Да, Эммет, я думал, что... там не было такого какого-то прям победы англичанина. Я лично не увидел, тем более ничего не бил. Постоянно двигался назад, спиной к сетке. Эммет давил, да, там... Еще такой бой получился, когда один не хочет пропускать, второй не может донести. Такой несмотрибельный поединок сам по себе получился. Честно сказать, это даже UFC. Вот прикольно, да? Самая крутая организация в мире. Но ты не будешь смотреть каждый ивент, да? Почему? Потому что нету казаха. Или нету там звезд. Того боя. Не то, что даже звезд. Отчасти согласен. Но при этом, при всем, вот нету. Если был бы там Мадлена, да, там, или не знаю, там, Ян Гэри, да, типа потенциальный соперник нашего там Шавхата, да, или там Асу, да, там, или кто там еще есть, Азат Махсум, Бигзат Абылкасым. Там из интересного Уран Стабалдиев, это чемпион ЛФА. Вот, кстати, да, это дебютировал. Вышел, да? Вышел на коротком уведомлении, вес 100 килограмм, он вообще чемпион в полутяжелом весе. Вышел против Мартина Будая. И хоть он и проиграл решением, на мой взгляд, тоже, если говорить про какие-то булщиты, то не знаю, за что Мартину отдали. То есть, можно было ничего отдавать. Но просто прикольная история, что сейчас уже действительно все бойцы поняли, как можно попасть в UFC. Ты просто должен жить в Америке, быть готовым выйти на двухдневном уведомлении не в своей весовой категории, и он получил контракт в полутяжелом весе. Просто в первом бою он провел в тяжелом, проиграл, но при этом себя достойно показал. И там мечта осуществилась у парня. Прикольно, что он тоже выходец из Team Alpha Male. Есть же еще Уралбай. Он не то, что он у них не то, что выходец, а вот именно он там тренируется.
именно чисто под LFA, то есть это не его зал, вообще он, ну, в Кыргызстане тренируется, а просто когда он приезжает в Америку, он заходит в зал Alpha Male. Да, я вот к тому и говорю, что типа вот есть Оралбай, который там тренируется, и, видимо, они Ты же тоже... помнишь, что такое Роллбай, да? Конечно, помню. Да, и вот Кыргыз, да, как его зовут? Уран. Уран, да. Вот он сейчас, видимо, по принципу того, что есть еще один Кыргыз там, и Ну, что... просто его затащили. Они, мне кажется, может быть, знаешь, даже не то, что он тренировался, там попросили типа Юраю помочь посекундировать. У него все-таки большой опыт. Вот там кыргызская диаспора какая-то сильная достаточно. Просто потянули туда. Просто, по сути, Альфа Мейл — это зал для малышей. Там вообще в основном типа 70 минус по весу. Поэтому я тоже удивился немножко, что Уран с ними, но я думаю, что это чисто за счет того, что он кыргыз, типа, и потащили Молодец. своего. Хорошо проявил себя. Да, вот ребята, которые хотят в UFC попасть, не думайте, что за вами там смотрят, не знаю, какие-то агенты UFC, ждут вашего боя, даже если у вас там, не знаю, там 10-0, вы никому, честно скажем, не нужны, а вот если вы будете готовы находиться в США, в это время у вас есть виза, и, в принципе, вы там не боитесь за свой рекорд, то тогда UFC вами заинтересуется. Только так. Просто уже нет такого, что сейчас есть какие-то вот люди, Вот мне которые интересно, рассматривают кого-то. типа у американцев не было тяжей, вот, то есть кто бы на коротком уведомлении подписался, С получается. хорошим рекордом, то есть у Урана все равно у него 9-0 было на тот момент. Поэтому, да, я думаю, что именно прям хороших тяжей, которые готовы там здоровьем рискнуть, наверное, нет. Ну и огромный респект Кыргызу, Урану, что как бы у него же нолик был, да, я так понял? Ну, без поражения он Там был? вообще чуть странная история. Мне казалось, что у него было какое-то поражение, но это тоже в каком-то около, ну, типа там Полупроф. кастомные правила. А. Он был в свое время, мне кажется, у него в Шердоге, сейчас он исчез. Проигрыш? Да, мне кажется, что у него было. Я могу ошибаться, но У я Урана? просто до этого, да, когда делал картинку с ним, мне казалось, что у него вот был типа там что-то вот рекорд типа 8-1, а в UFC он пришел, или 9-1, в UFC он пришел 9-0. Мне казалось, что вот одно поражение было, могу ошибаться, может, с другим боссом путаю. Но вроде вот было, надо потом архивы поднять. Ну, Но я всё равно слышал, что в респект. Шердоке есть такая тема, когда можно убрать. У некоторых получается, у некоторых нет. Там, слушай, там ухищрений очень много, все время мы там и расследования всякие делали. Есть люди, которые, например... Некоторые, знаешь, фамилию меняют. Нет, такое действительно есть, и это не единичный случай. Я расскажу из прошлого историю. Был один боец, я не буду называть его имя, чтобы тоже не обиделся, потом посмотря этот подкаст, но хотя я думаю, что не один такой боец есть. У него был рекорд не очень хороший. У него в какой-то момент он вышел на серию там из 6 поражений, и он, или из 5, не К ряду. помню уже, к ряду. Ну, у него прям испортился рекорд, но не отрицательный был. И он такой думает, пофигу, я тогда сменю имя в Шердоге, типа. Там у него вот было там имя, фамилия, он сделал фамилия, имя. Ну, там, понял. просклонял по-другому. И сделал себе новый Шердог, и в этом Шердоге еще хуже стал рекорд, чем типа в первом. У меня тоже кейс такой был. Парень у нас дрался. И, ну, бывает, тоже много же людей прошло через наши турниры. И не всех запоминаешь. А один был, я его запомнил. Почему? Потому что он что-то там заскандалировал. Там какой-то там определенный скандал был. И где-то года 3-4 назад там с одними общаемся. И ну, в одном зале ходим. Не буду говорить тоже имя. И он ходит в зале. Я его сразу узнал, как бы, ну, так особо внимания не придал. Так, поздоровались там, все, туда-сюда. Дальше работаем. И за него один пацан приходит и мне говорит, вот есть боец, короче, такой-то, такой-то. То ли 2-0, или 3-0 он там обозначил. Я потом говорю, ну, он у нас дрался, говорю, вообще? Не может. И он проиграл, говорю? А он проиграл, я прям помню, и из-за этого он там скандал поднял, короче. Ну, не на нас обиделся, а в целом, как бы. И я говорю, он дрался у нас, проиграл? Да нет, еще не может быть, у него 0 в Шердоге. И он мне показывает, но реально нету. Я смотрю, нету. Турнира этого нету. Я его затягиваю, говорю, ты же у нас дрался? Он такой, нет, не помню, говорит. Я просто четко знаю, что он дрался. Я потом там видео запросил и, короче, нашел. В итоге прикол в том, что он, оказывается, поменял фамилию или что-то такое, короче, и поставил другой Шердог. Вот такая вот ерунда. На самом деле я вообще не понимаю этого. Да, сейчас перед тем, как продолжить. А что шумит у нас? Ну, ноутбук, кажется. Он должен быть включен, да? Он А жестко что, мешает? Мешает? Нет, по звуку ничего не мешает. Да, Мне чё? просто, мне кажется, это такой жесткий звук, что сюда прям бьет. Не, микрофон здесь же. Окей. Окей. Если вы не слышите такой шум, тогда все нормально. Ладно, да, это вырежем лучше. Да, на самом деле, я вчера общался с Фанилем, и я сформулировал свою мысль, о которой я уже давно думаю, что я хотел какой-то пост про это вообще написать, просто времени еще не нашел, что сейчас, ну, в какой-то момент было разделение на ММА и поп-ММА,
То, что вот есть там действительно то, что, по сути, больше не про бои, а больше про какие-то там разговоры, не знаю, поступки, это поп-ММА. Но при этом ребята дерутся тоже. Есть ММА, где просто в основном дерутся, и уже второстепенно это разговоры. И мне кажется, что сейчас уже сформировалась третья история. Это какой-то, ну, название тоже, у меня его нету, но пусть будет, например, какой-нибудь медиа ММА, может быть, тоже название родится в этом подкасте, может, кто-то в комментарии напишет. Это то, что есть просто хорошие бойцы, которые уже переросли какие-то истории с титулами, им это уже не так важно, но при этом, типа, они собирают людей, вот там яркий пример, Фаниль как раз. Ну, да. То есть Фаниль, ему не нужен сейчас там бой за титул чемпиона в 70 килограммов, там пусть молодые дерутся. Ему вообще 70 килограммов не нужно, он хочет там драться 75, хотя такой весовой нету. И при этом все равно ему идут на уступки, потому что он популярный, он там может в Павлодаре собрать целую арену, при этом он еще хороший боец все еще. То есть это еще, ну и не поп ММА, потому что там Фаниль... Еще, мне кажется, только растет вообще. Я вот так за ним наблюдаю, и вот буквально что было года 2 назад, да, и там 1,5 назад, и что сейчас? Другой Фаниль. Вот, и теперь есть какой-то вот этот медиа ММА, где ребят там на турнирах, там даже у нас ставят выше, чем титульные бои, например. Хоть титульные бои должны быть важнее, вроде бы. Но ребята там, которые дерутся за пояс, ничего не сделали для того, чтобы встать. Я думаю, знаешь, даже в UFC такое бывает. Пока не было еще. Почему? Много раз было так, что, вот, допустим, дерется кто-то за титул. Я вот тоже смотрел, я его, честно сказать, не знаю. Вот с Дю Плесси у меня такая история была. И с многими другими. С Пантожи такая история была. Вот Пантожи защитился от этого. От японца. Кая Сакура. Кая Сакура. Да. Кто в соглавном бою дрался? Перейра был тогда, по-моему. Все хотели Перейра смотреть. Вот и все. Не, ну он тоже за пояс тогда дрался. Не, ну я имею в виду, этим, что... да? С Раунтри. А помнишь, еще бой был? Гейджи с этим, Холлоуэн, да? Да, там титул БМФ был. Но они пока... Они за титул дрались. Но они не в главном бою уже тоже были. Это Пока- было главное. Я что говорю, что как бы вот есть такие бои в UFC, которые там действительно больше внимания привлекут, чем там титул. Да, Может. мне кажется, это уже современная реалия ММА, Да? когда просто есть какой-то медиа-боец, который будет собирать аудиторию Гейджи последний раз дрался с Физиевым. с Физиевым. Ну, вот так, если прям заходить вперед, мне кажется, он уже за титул там с Махачевым, с такими сильными бойцами не особо будет конкурировать. Я уверен, его поставят сейчас. Не, поставит ради медийки. Но конкуренцию он особо не составит. Ну вот я и говорю, а разница в том, что все равно в UFC они все равно подводят вот этих Да, медийных к титулу, бойцов. Да, а вот Не, мы в тоже можем СНГ подвести. можем, ну и Фаниль это, он скажет, что я в 70 не захочу, я думаю. Ну, конечно. Я к тому, что все равно уже мы 77 понимаем, что берет. мы-то не UFC, и как бы у нас другая дорожка чуть. Поэтому в этом ничего и плохого нету, наверное, не знаю. Не, хорошего, просто путь однозначно другой. нету. И когда-то там в 2021, да, прям Фаниль горел титулом, желание бешеное было, хотел все время этот титул держать. Сейчас даже вот, помнишь, мы снимали этот реалити Бактал, и Донченко чемпион на тот момент был. И как бы не то чтобы там Фаниль даже как бы не опасался его. В плане как бы он как будто бы понимал, что может его выиграть, и понимал, как говорит, ну, мне говорит, ну, смысл где-то этого боя, я не знаю, ну, как бы не особо у него, он видел этот смысл. Хотя он дорожит титулом вот этим совместным, там, где он приобрел. Это же какая-то, типа, сейчас для них это как бы какой-то определенный статус, да, там, он является там победителем, чемпионом. Слушай, я тоже вспоминал, как мы с ним разговаривали в 24-м году, когда он говорил, что в бокс типа никогда не пойдет, что это типа будет мешать карьере. Сейчас у него уже анонсирован бой с Мари Контираевым. Второй бой. После Ахмеда Алиева он говорил, блин, я, наверное, сейчас лучше по ММА подержусь, потом по боксу, и тут Мариф Пираев. И... Не, ну там предложение же, оно перебивает. Просто в чем прикол на сегодняшний день? Я же знаю, сколько он зарабатывал, и до этого, и вся эта история поменялась после Наримана Абасова. Гонорар до Наримана Абасова, там разница между Нариманом и Фанилем была нереальная. Но после того, как он его выиграл, ну, такой бой закатил, да, там вся арена шумела туда-сюда. Я сразу к нему, ну, как бы, позже, даже не в том, чтобы удержать, а просто, как бы, вот, бывает, пацан заслужил, да, дошел до того момента. Это я вот сейчас вам рассказываю, но я еще и хочу, чтобы бойцы тоже это понимали. Бывают такие переломные моменты, когда ты там переходишь этот Рубикон, и все, к тебе уже другое отношение, по-другому ты стоишь. И сейчас то, что в боксе он зарабатывает, наверное, это крутые бабки. Он мне не говорил конкретную цифру. Я могу тебе сказать. Ну, ладно, он мне говорил, просто он сказал, что не надо это говорить не надо? в инфополе. Ну, мне говорил. Но такой как намек нашим зрителям, что близко к его весовой, под $1000.
Да, и мне нравится, что Фанили как бы сразу делает задел на следующий поединок уже в ММА. То есть, говорит, Мариф, давай потом уже в ММА подеремся. Ну, ты что понимал, после боя с Ахмед Алиевым, он мне сразу в этот же вечер вот с таким глазом приходит и говорит, ага, давайте там все, там ММА, я в мае должен подраться. Я говорю, ты только подрался. У него в феврале же, да, бой был? Ну, почти там в марте, да, 26 февраля. Вот такой глаз, рассечение большое. Ураза была, да, еще? Перед Урозой он прям подрался. Перед Урозой. Я говорю, ну тебе зачем это надо? Ты говорю, отдохни там, какой. Если ты хочешь драться в мае, я тебе бой сделаю. Ну, там история не про тебя, там история сегодня Багдад, Джубаныш, там Казбек, Саган. Но если ты хочешь драться, мы давай тебе там сделаем. В любом случае, ты там украшение любого турнира сегодня в Казахстане. И он, да, я буду ММА там туда-сюда. Он молодец, такой включенный был. И мне понравилось это. Хотя для меня это проблематично было бы. Почему? Потому что у нас там карт сформирован, там деньги уже определены, а тут еще нужно на него, как говорится, искать, да, грубо. Хотя я считаю, что как бы в Караганде, в Павлодаре, даже в Алмате той самой, и в Семее там Фаниль бы интересно смотрелся в карте. Совсем согласен, кроме Алматы, мне кажется, все. Мне кажется, в Алмате Надо очень на тяжело будет паузу собрать. ставить, да, турниры в Алмате, потому что Перенасыщенность. слишком. Вот даже говоря про его бой с Марифом Пираевым, вроде вывеска очень крутая, но за неделю там до этого, вот мы на прошлом подкасте еще про это говорили, будет как раз турнир All Star Boxing, где будет там Даня Милохин драться, а еще там за неделю будет Найза. 9 мая потом еще будет кулачка. Не, знаешь, как надо делать? Вот я считаю. В Алмате, по крайней мере. В любом случае, у нас есть здесь постоянных 1000 фанатов. В любом случае они есть. То есть, ну, потому что мы даже когда присутствуем в других городах, мы видим, как комменты пишут, блин, когда в Алмату, когда в Алмату. И потом не приходят. да, нет, они приходят, я к чему говорю, что 1000, железная 1000, она в любом промоушене какая-то фанбаза есть. Там из числа, ну, все зависит, конечно, от карта, там, также от бойцов, их фанаты же есть определенные там. Вот сейчас я так ориентирован, смотрю, там, Дартим. У Дартима какая-то фанбаза есть своя, есть там бойцов, родителей, там, соседей, там, вокруг Дартима. У Сахпротима тоже какая-то база есть, толпа там своя. У кто еще есть? Ну, Именно про Алматы, если говорим, да? Ализаковский есть, там, в целом от Найзы есть, мы знаем даже. Golden Team. У меня есть этот, ну, люди, которые здесь ежеивентно, вот первый ряд 100 тысяч, ежеивентно 4-5 билетов минимум берет. И прям звонит перед турниром, говорит, забронируйте подо мной, я беру, ну, вот на 500-400 тысяч тенге. И я прям, знаешь, как бы, ну, не просит бесплатно. В прошлый раз покупал, в этот раз покупал. Не просит скидку. Говорит, вот это он, знаешь, как бы со своей стороны он ощущает это как вклад в развитие. С другой стороны, ему нравится то, что происходит во время ивента, да, вот это шоу. И сопричастность его, то, что он в первом ряду хочет сидеть. И это приятно. То есть они есть. Ради этих людей нельзя говорить, там, типа, если не пришли. Но и мой выход из положения такой. Брать зал поменьше, прям на 1000 человек зал брать. Вот был у нас, помнишь, вариант. Где мы проводили? ADD-арена у нас была. ADD-арена. Крутая арена, я считаю. Там на трибуне сколько? 500? Да, не, по-моему, 800 человек там было. Не, в общей сложности там, кажется, 1200, что ли, так помещалось. 1500. Вот тебе кайф. 1500, зато зал битком, полный, мест свободных нету. Все Только орут, локация газуют. не очень, ну, далековато. Просто чем был аншлаг реально привлекает, что это в центре города, Ну да. метро идет до туда. Ну, сейчас же еще появилась ABB-арена. Но Она и вообще- до этого Она была. меньше? Она меньше. Там нет она- посадочных мест. Она больше для съемки, чисто съемочная арена. Ну, она больше для тренировочного процесса вообще изначально была предназначена, я так понял. Там в футбол я играл. То есть поснимать там прикольно, вот именно сделать такой закрытый турнир типа Апекса. Но да, людей туда особо много не заведешь. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Ну, Apex можно и в казахфильме провести. Там хоть этот все к этому как бы располагает, куда повесить это. Павильон? Да, Вот, павильон. кстати, возвращаясь к тому, что ты сказал, что не так интересно какие-то турниры смотреть, UFC поэтому, собственно, и делают их в Апексе. Они сами это понимают, что им нужен все равно объем, им нужно и продавать контент, и им нужно и Да, это- бойцам давать бои, поэтому они понимают, что самый большой враг, мне кажется, ММА-турниров — это как раз пустые трибуны. Потому что когда ты видишь типа турнир, хоть и с хорошим кардом, и вокруг никого нету,
оттуда и появляются вот эти упаднические настроения, что типа ММА умирает. Вот, поэтому UFC просто так и делают, чтобы... Я вот, полностью людей не согласен, пускать. братан. Там же есть контракт, они там в неделю, в месяц 3 ивента должны там этому ESPN, и, соответственно, они это делают. Ну, только они распределили, да, там у них, ну, точно не 10, а, наверное, 20, да, таких больших номерных турниров, да? В год? Да. Ну, 20... 18-16 я Наверное, видел да, таких хороших. 15. А в остальном это, да, закрытые. Это правильно, это для истории нужно. Почему? Потому что ты 700 бойцов в карде имеешь, то есть в этом ростере. Ты же должен им все бои давать. А как ты им дашь? Вот такие закрытые ивенты. Я помню, мы покупали билеты на Apex, когда Шавхат должен был подраться с 1 декабря, потом в марте подрался. Помнишь? Это, кажется, Джефф Нил и был. И тогда там такая история была, что 300, что ли, в общем сложности мест там было всего лишь. И они там за нормальные деньги продавали. При этом они сами хотят вроде и отказываться, но я не очень понимаю, в пользу чего. То есть все равно ты не сможешь делать, мне кажется, каждый турнир, даже если ты UFC, чтобы А с там полными аренами. отказаться? Да, они уже давно же хотят. Серьезно? Ну, Да. мне кажется, просто нужно градировать. Вот, допустим, есть 20-тысячник, это T-Mobile, да? 20 или 18? Ну, да. Ну, скажем, там разные 20. же есть. И 5-тысячник или 7-тысячник какой-нибудь. Я помню первые турниры, которые я посещал в UFC. Это MGM Arena. Там около, я так понял, что 15 тысяч. И у нее такая возможность есть наполовину закрыть зал. Они прям материалом завешивают. Вот как в Абу-Даби было, Бойцовский остров. Там же наполовину закрывали зал. Такая же ситуация. С этой стороны как бы выход, арена, а с этой стороны они ставят там турнир. Ну, 7 тысяч. Я думаю, что на 7 тысяч они продадут. И эта атмосфера. Ну, Процессно, наверное, тяжело организовывать. Такие да. большие мероприятия. Да, Ну, вот это UFC тоже, созрел. да, просто уже в Апексе уже все стоит, и свет стоит, и там все, и камеры Мне стоят. кажется, я чтобы тебе- такие турниры проводить, мне кажется, там, знаете, Для что? них это не проблема свет поставить, брат. Не в этом дело. Я имею в виду организовать это все. Там же 600 охранников. Там, это все процесс же. Ну и деньги тоже. Вот Ну, они, наверное, больше зарабатывают, чем тратят в любом случае. Ну вот я и говорю, пока так, это и работает. А когда ты сделаешь, типа, реально грустный Fight Nights турнир, на который придет там, ну, просто 7 тысяч это довольно много, я не знаю, на который там придет 3000 человек, они уже, мне кажется, прям задумываются по затратам. Просто мне кажется, сейчас 7 тысяч, правильно есть говоришь, да? нехватка звезд. Вот дефицит звезд. Нет, их нет дефицита звезд. Смотри, Дидар, дефицита звезд нету, их много, просто турниров слишком много. По сути, у тебя Да. просто сейчас, я вот говорю, за вот эти выходные прошло там 5 турниров. У тебя звезд куча. Просто, во-первых, человек не может пойти на все турниры, даже посмотреть все это невозможно. Я как человек, который там работает вот в сфере там, ММА и единоборств, я даже не могу все посмотреть, потому что вот весь этот валовый поток. Да. И ты, я думаю, тоже. То есть вот было много турниров. Из них я посмотрел несколько боев с PFL, несколько боев с UFC, один бой с One посмотрел, и бокс так тоже чуть глянул, хотя бокс я вообще не люблю. Просто это сделал, потому что, ну, это моя работа. А по сути, для обычного человека невозможно посмотреть в выходные 5 турниров. Ну да, согласен. Согласен, что когда очень много ивентов подряд, ты чисто морально не вывозишь. Да, и вот мне кажется, из-за того, что людей закидывают контентом, им реально сложно. Вот раньше за UFC почему все следили, потому что как бы альтернатив особо не было. А сейчас альтернатив много, и уже размазывается все равно внимание. Кому-то больше кулаки нравятся, кому-то Да. больше там нравится. Раньше за бокс. альтернативой был только Беллатор, наверное. Там. Ну, такой прям, Да и знаешь, то он не был, он конкурентом им не был. Да. Ну, имеется в виду то, что там посмотреть кого-то можно было только там. А какого-то прям крутого ивента, да, реально было очень мало. Да, даже вот, я говорю, вот просто в Алматы посмотри почти каждую неделю турнир. Да. Да. И Люди борьба, бокс, Да, кулачка, сейчас уже- ММА. Я, знаешь, я даже был такое время, анализировал, смотрел, вот дерутся все. Я не знаю, дерутся все практически, реально. То есть, но трибуны пустые. Так смотришь, блин, обидно. Поэтому вот эта самая классная история, которую ты организовал, это выезд в регионы. Потому что там люди хотя бы голодные до событий. А здесь, когда реально люди перенасыщенные. Даже некоторые Да, периодически да. пишут, когда там в Ахтубе, когда Не, в Караганду. однозначно надо, там сидят ярые фанаты, там событий меньше. И, знаешь, я считаю, со своей стороны, это не я организовал, это команда организовала. Я считаю, что это здесь очень большой вклад в посещение ивентов, в развитие культуры посещения ивентов. Вообще, вот мы были в этом, у меня один друг был рядом, он такой достаточно опытный в сфере спорта, возглавлял
организации определенной, там, работал в плане аналитических данных, Олимпийских игр, вот такой, да, ну, можно сказать, шар, да, в этой теме. И он сидит, и он говорит: Нурбек, что я заметил, говорит, люди не знали, как реагировать на твои мероприятия, семей. Вот они не знали, они реально сидят, их переполняют эмоции, они не знают, что делать после чего, вот это, да, допустим. Если где-то в Алмате там люди знают, вот сейчас будет там Камажаев, вот сейчас будет выход, вот сейчас будет, а там люди не знали реально, как реагировать. И с частым проведением в этих регионах будет формироваться культура не только посещения там найзы, а в целом таких больших мероприятий. И это очень большой вклад в развитие вообще в целом. Я такой, ну, спортивного, ивентного там, не знаю, направления. Знаешь, как бы задумался, потом реально там видишь это, и в Костанае мы это видели. В Караганде в этом плане они чуть-чуть как бы уже там, они видели много ивентов. Я так понял, что и там и футбол, и хоккей часто проходит. Ну, хоккей, по крайней мере. Есть такая книга «Стратегия Голубого океана». Не читал? Вот как раз таки вот в этой книге про это и говорится. Вот про цирк дю Солей, кейсы они разбирают, где люди выходят, короче, туда, где из Алого океана в Голубой создают свой океан, короче. Создают свое место для бизнеса, да, где никого нет. Мы будем говорить про бои? Я, честно сказать, я вам отвечаю, ни один бой не посмотрел. Ну, мы в целом чуть проговорили про бой Мерфи и Эммета, мы очень про Урана хорошую тему проговорили. затронули, про ивентное вообще. Да. Вот может быть, сказать, ты хотел кризис. рассказать как раз про пост, который ты сделал на Барнакале. Дебют не первого казаха был, но это была первая победа бойца из Казахстана в Барнакале, потому что до этого там дрался, кстати, боец Найзы, у нас был Бэтбой. Не знаю, помнишь ты или нет. Он дебютировал сам первый как казахстанец в Барнакале, но потерпел поражение там. А в этот раз первая победа для Казахстана. Я как понял, Барнакл это промоушен Конора Макгрегора, да? Он совладельцем стал. Да. И вчера в социальных сетях увидел, кажется, и у тебя, где этот жанаузенский Дильшат Нурм выходит на... Вообще, давай проговорим вот так, про Мангыстаускую школу бокса. Вот чтобы вы понимали, она одна из лучших в Казахстане была в свое время. Был такой Кубок Конфедерации, который переходил из команды в команду, и Мангыстау являлся 2 раза обладателем этого кубка, а он каждый год проходит. И 3 раза, насколько я помню, вице-чемпионом этого кубка. То есть школа мангыстауская сегодня по боксу, она очень сильная. История тоже хорошая. Если сейчас анализировать, есть такой Шохор Бултекулу, он с Мангыстау. В честь него проходит международный турнир. Там дрался Канат Ислам, там дрался Адылбек Ниязымбетов, Левит, олимпийский призер. Мне кажется, что там даже Головкин дрался. И этот человек, это с Мангыстау, он является одним из лидеров и основателей бокса в Казахстане. Ердоджан Абергенов, чемпион мира, 91 килограмм среди мужчин. Бигзат Нурдаулетов, чемпион мира, 90 килограмм, Ля Круза выиграл на чемпионате мира в России 2019 год, 18-19 год. Адылбек Ниязымбетов, двукратный призер Олимпиады. То есть традиция очень большая, бокс очень крутой. Сейчас чуть-чуть такое ощущение, как будто на спад пошел, но при этом, при всем, ранее это очень было там популярно и развито. И вот этот жанаузенский парень, имя никак не могу запомнить. Дильшат Нурм, да? Дильшат Нурм выиграл в этом поединке. Я думаю, вот если сейчас вот таких ребят, как Дильшат Нурм, не только с Мангыстау, собрать так толпу наших бывших боксеров и отправить туда, кто-то мне там говорит, пишет в комментариях, он уронил там типа действующего чемпиона хардкора, да? Я по сопернику, честно, я так не понял, знаю. что это был действующий чемпион хардкора. Может быть, по сопернику. Не видели, да? Я хардкор не смотрю, в принципе, поэтому...
Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Ну, я тоже не смотрю, но в чем прикол, да? Да и я бы это и достижением бы не стал бы. Нет, в чем прикол, вы не заметили? Здесь на канвасе Тасай реклама нанесена. А, серьезно? Да. Бернак? Не заметили? На Барнакле не заметил. Ну, там вообще они же зашли в Дубай, и, в принципе, очень много. Тасай нанесен на этом, на канвасе. Они 2 турнира, ну, типа 2 дня шли 2 турнира. Много кого там, ну, большие бои какие-то сделали. Алексей Олейник там, кстати, дрался. Алексей Олейник проиграл, да? Да, жестко в нокаут упал. Блин, его жалко стало, если честно, после того, особенно когда он сказал, что я уже не хочу драться, я делаю это просто, чтобы заработать денег. Да, в Что-то он с женой, кажется, развелся, да? Да. Я их видел вместе. Мы же с Олейником в одном турнире дрались, 2010 год. То есть с тех времен я видел. И она возле него, и она врач, и она секундант постоянно рядом. Да, они жестко развелись. Ну, в плохих отношениях остались. Серьезно? Да, она интервью дала на матче, по-моему, А в чем проблема? Ну, есть ее версия, есть его версия, я не знаю. Ну, по ее версии. По ее версии он изменял, бил ее, и там детей обижал, деньги, что-то там, не знаю. По его? По его версии просто вот времени долго вместе встречались, что-то случилось, и решили... Они вместе были долго, лет 15 плюс. Я тебе говорю, в 2010 году, ну, 20 году даже. мы на чемпионате мира дрались. Он 90, свыше 90 дрался, я 93. Угу. У меня даже фото есть, мы совместно с ним стоим на этом чемпионате. Так они еще вместе эмигрировали в Америку, да? Да, поехали в Америку, вот. И она тогда была, я ее помню, она секундировала. Потом я UFC она много увидел. где секундировала, да. Они, в принципе, да, у них был такой крепкий союз, но вот что-то случилось. Есть ее версия, там есть его. Не хочется на чью-то сторону вставать. Но в любом случае, вот теперь... его нокаутировали брутально. Да, причем боец тоже такой класса типа С. Чтоб ты понимал, он никогда не боксировал. Ну да, он же борец, он же больше на сабмишнами выигрывал, да. И еще согласился на bare-knuckle. Блин. Шингарка, да? Нет, голые кулаки. Голые кулаки вот. Чисто. Это ну, вот такой же. Он много заработал, я так понимаю. Немало. Он сказал, что минимум 90к получит. Там, он говорит, когда уплатит налоги, когда отдаст менеджеру, когда отдаст там за тренировки, то ему еще останется 90 тысяч около того. Он говорил в интервью. А насколько контракт у него? Насколько не знаю, нет, это ну, я, скорее всего, это одна история, потому что в Дубае хотели кого-то из типа СНГ, я так понял. Ну, если так спать будет, контракт ему надолго не понадобится. А с другой стороны, тоже так думаешь? Это же не первый раз он уснул, знаешь, да? В смысле, в нокаут отправили? Да. Ну да. Ну, блин, да все... Он всегда вот так тяжело засыпал. У него рекорд там больше 60 боев или 70 уже. Ну и возрастной уже. 47 лет, да, ему. Я просто к тому, что с одной стороны, да, но вот когда ты говоришь там недолго, да, ему так. А вот тоже, вот, что делать человеку, мне вот пока не очень понятно. Хоть я там не очень согласен там с ценообразованием, потому что тоже уже поработав, да, ну, в нозе, я понимаю, что важно там не сколько ты заплатишь бойцу, а сколько он все-таки принесет тебе там билетов, просмотров. Но в любом случае я понимаю историю, когда бойцы меняют деньги на здоровье. Потому что, по сути, тебе 47 лет, вот, ну, как он говорит, у него ситуация такая, что у него сейчас нет места для жилья, за мастер-класс ему платят, который он там может провести, там, он говорит, я могу там раз в пару месяцев провести мастер-класс, который я получу там 300 тысяч рублей. А здесь он получает за один бой 90 тысяч долларов. И действительно, ну, не знаю, это нормальная, мне кажется, конвертация. Кто бы что ни говорил. Однозначно нормально. Ну Просто вот. я говорю, что если так будет часто попадать, ну, в смысле, вот ты же говоришь, сколько боев у него Барнакль, он спрашивает же контракт. Я к тому, что, наверное, недолго так будет у него продолжаться. Почему? Потому что если так 2 раза уснет, и промоутер скажет, ну, что, у тебя
проблем нет, ярко падаешь, и так далее, но при этом при всем надо еще и выигрывать же. Хотя бы один раз. А он сам в Америке, да? Жалко, конечно. Нет, в России. Он уже в Россию вернулся. Да. Но жена осталась, да? типа, Да, чё- она чё- хочет жить в Америке. Плохо, конечно. Ну да. Ну что, главное здоровье Алексею Олейнику. Самое главное. Я помню его бой на чемпионате мира в финале. Он дрался с учеником этого Абдулманапа. Ну, не знаю, ученик не ученик, но с Дагестана приехал. Иман Досна Абдулманап Агай. И там такая рубка была. Того зарядили, видать, на ударку, и он должен был уронить Олейника. Тот выходит, короче, как дает у Олейника нос ломается. Ему засовывают 2 тампона, кровь прям километрами льется. И там дерутся. И тот пацан такой, ну, видно, короче, выиграть сильно хочет, бьет. И там последние секунды остается, он его, Олейник его ловит и как-то закрывает. То ли треугольник, то ли что-то такое. И уснул он прям. Он не сдался, вот этот дагестанец, он прям уснул на ковре. Такой громкий, шумный бой был. Вот эти 5 минут, они продлили все 15. То есть останавливали, врача давали, там какой-то протест кидали, еще то далее. И вот так прям, ну, шоу было, прям крутое шоу. Такой яркий бой. И что было интересно, на тот момент он был гражданином, как я понял, России, но он за Украину выступал. Нет, он был гражданином Украины. Наоборот, да? Да. В Россию перешел, да? Он Что-то такое долгое было. время, да, жил в Украине, потом, когда начались события, он переехал в Россию уже. Да? Вот так было, да. Он же во плоти был, да, раньше? Да. Это его была как раз команда, ну, и команда его, и турнир был его, и он там, кстати, у него просто такой рекорд внушительный, но на самом деле не там как-то его заслуги не принижая, но если посмотреть, у него очень много боев было на плоти, у них были постоянно типа такие турниры Гран-при, они там могли за вечер по 3 боя типа провести. Ну, тяжело. И 3-раундовый? Я не помню точно формат, но суть в том, что можно было за вечер там сделать себе уже там 3-0. Если 3-раундовые бои, тогда я перед ним шляпу снимаю. Почему? Потому что это очень сложно, брат. За вечер 3 боя по 3 раунда. Ну, там еще как бы же зависит от соперников. Не, ну понятно. Пониже, да, уровнем. Ну, я вообще благодаря Олейнику узнал этот прием из Экиль. Да, а он, по мастер. сути, да, у него уникальная борьба, это тоже там, тоже стоит проговорить, что он очень хорош в партере, но у него и там и Олейник Чок, там и Зикиль, и много чего другого. Олейник Чок это что? Он, короче, Изикиль он делает, получается, снизу, Да. а, по-моему, Олейник он сверху как-то делает еще. Так тоже назвали Олейник Чок. Его уволили с UFC или он сам ушел? Да, уволили. Уволили, да? После кому? Вердома, да? Нет, он последний бой. Я, честно, не помню. Уронили его, вот такой черненький такой. здоровый. Блейдсу, может. Не помню я тоже. Да. Вот видишь, не помню, с кем дрался. Не, я какие-то бои его помню. Я тебе честно говорю, не совсем как бы запоминаешь, не всех. У него были До там... Сантоса всех помню, с кем дрался. Веласкеса тоже помню. Там люди в комментариях, знаешь, любят там написать, мы что-то говорим, и мы говорим, там, ему 32 года. Они говорят, ему не 32 года, ему 31 год. Там, знаешь, мне кажется, это такая глупость, типа, запоминать конкретную цифру возраста, да я могу в гугле посмотреть в любой момент. Вот, здесь важно просто... Латифи он последний раз проиграл. В 22 году. Или Латифи, ну да. Еще Латифи такой, ну да, видимо, из-за возраста проиграл. Да, Латифи всё не уже. сильный такой... Но он и нестабильный. А Алексей Олейник такой нестабильный был боец. Он выигрывал хороших бойцов, топов, и с другой стороны и проигрывал тоже там не самым сильным ребятам. У него все время с Монсоном же было, что Монсон его в свое время победил, и все тогда были в шоке, что Монсон может кого-то победить, потому что Монсон еще старше. А потом он уже Монсона победил. Как раз во плоти, по-моему, было. Потом он Мирка Кракопа победил в России, вышел тоже на несколькодневном уведомлении. Должен был с ним драться Александр Емельяненко, он запил, слетел, и вышел Олейник вместо него. Короче, да, интересно у него в любом случае карьера, но... Ну, у него и именитые соперники были в UFC. Да. Достаточно У хорошие. кого? Слушай, да он Оверим, вот когда он Оверим победил, я тогда был в шоке. Ханта Ну, победил. легенда, мне кажется, это очень громко для него. Ну, легенда для российского ММА Да однозначно. вот нет, не легенда. Почему? Легенда — это тот, кто пояс какой-то заработал, это легенда. Ну, вот Хабиб там легенда, Федор легенда, Александр Шлеменко легенда. Алексей Олейник ниже все равно рангом. Не, Блин, ну, выиграл честно, уже. я с тобой тут поспорю. Как бы есть бойцы, которые не завоевали титул, но они показывали себя на хорошем Да, уровне. титул Так это, ты даже наверное, вот не говоришь слово обязательно, «хороший уровень». А в чем легендарность хорошего уровня? Нет, он типа то, что он хороший боец вообще. Аверима выигрывал. Аверим одно время был самым страшным бойцом, его все боялись. Но это не в то время он его выиграл. Все равно. Ну, как Марк бы. Хант. Марка Ханта выигрывал.
Ну, а ты рекорд Марканта видел Ну, вообще? ладно, но Маркант тоже У него был. В сколько свое время побед, тоже столько хороший поражений. ударник был. Да, Маркант Ну, с Федором дрался. Короче, я не знаю, он точно не легендарный, ну, для меня. Ну, для но тебя, да. Хороший боец вообще без вопросов, а легендарный это чуть другой тир вообще. Типа это там вот пояс, там, не знаю, какой-то пояс солидной организации, UFC, не знаю, Прайда. А в чем прикол этой Беллатора. новости? Евлоев ушел от Саята и дали дебютанта. Вообще Евлоев ушел от Саята очень давно. Да. Я не знаю, почему. Конфликт был Это какой-то? просто... Что-то я пропустил. Нет, конфликта не было. Да, почему Нурбек говорит, в чем смысл новости? У нас редактор нам делает какие-то некоторые темы. Пометки? Да, Да. темы. И да, он почему-то это выделил, но вообще это новость старая, что он ушел. А сейчас Мовсару, он говорит, что готов драться с любым. И ему дали Аарона Пика. Аарон Пик это очень хороший боец, на самом деле. Это претендент такой на титул Беллатора, да? Беллатор. Да. Он олимпийского уровня вольный борец И мощный удар. и мощный ударник. Он молодой, каутюр. моложе Мовсара, по-моему, на 3 года. дебютанта, типа, в смысле, в UFC Да, дебютант, да, Да, и как раз Беллатор же все. Да. И каких-то бойцов как раз удалось UFC заполучить. Это и он, и потом Питбуль Да. тоже. Вот, Патрисио. Поэтому... А в каком весе будет драться? Патрисио 66 вроде. Не Патрисио, Евлоев с Пика. Тоже 66, мне Да. кажется. Потому что Евлоев говорил, типа, 70 уже готов, если что. Да, ну. Так что бой хороший. Кто думает, что там Аарон Пик это какой-то там, дебютант ноунейм, это не так. Это действительно сильный боец. Да, и вообще на самом опасный деле... тип. Да, то есть непростой будет бой. И вот мне кажется, если честно, вот в этом бою Евлоев может раскрыться. Я не знаю, будет он с ним рубиться, не будет, но если он его сейчас нокаутирует, у UFC просто не будет отмазки не давать титул. Тоже я не согласен с тобой, Дида, потому что, ну, во-первых, есть Лерон Мерфи, который как раз подрался на этих выходных, у него тоже рекорд такой же, как у Мовсара, у него 8 серий из 8 побед, 0 поражений в UFC сейчас. Ну да, он еще нокаутер там, да, тоже. Ну, он Вроде не, как. тоже он спойлер в ударке, Да. Мовсар спойлер в борьбе, Мгм. скорее вот. Поэтому UFC, я думаю, что все равно, если они не будут видеть какого-то интереса медийного, то они будут еще делать какой-нибудь реванш Диего Лопеса против Волконовски, потом вернется Тапури, не знаю, то есть они могут Мовсару сколько угодно времени, мне кажется, вообще морозить. Поэтому, А слышали новость? Макаев дерется с Заманбековым по карате. да, Карате карате-комбат. Это реально? Да. Да. Наш-то этот Заманбек, он же не каратист. Так и Мухаммад Макаев борец. Нет, там, по-моему, бороться можно. Там нельзя бороться, там правила такие. Ты не можешь делать тейкдаун в плане... Ну, ты не можешь делать проходы в ноги, это запрещено в карате-комбате. Ты можешь делать подсечки, и ты не можешь контролировать в партере, ты можешь добивать без контроля, либо сразу выходить на болевой прием или удушающий. Такие правила. То есть для обоих, что один борец, что второй борец, и они будут драться по карате-комбату. Мне тоже вот интересно, как все это будет выглядеть, почему они решили в это вписаться оба. Дидар, ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Я вот сейчас подключил. Ты сейчас в прямом эфире на Найзадай подкасте. Тебя этот... почему подключили? Заманбек Булат, он твой пацан? Я? Ол анау Макаевпен карате дей ма бір жерде төбелесейін деп жатыр дейді ғой. Я карате комбатта. Дубай. Дубайда ма? Я. Сіздерге олар қалай шықты? Сол кімнің болатын менеджері бар, сол менеджер арқылы шықты. Америкадағы менеджер ма? Жоқ, осы Қазақстандағы бір менеджер бар. Ол кім ол? Кросс деген бір компания бар, кросс менеджмент. Жоқ, олар қазақстанский емес қой. Қазақстанский емес па, солар шықты вообще. Анау Рафаэль ма, сол ма? Солар, я. И что, есть эта информация, которую мы можем раскрыть? Когда бой, сколько Уже все гонораров? это есть. А? Когда бой, есть информация. Когда бой? Есть информация. А денег сколько платят? По деньгам сұраған жоқпын. Біліп берейін ба? Я білпіш. Интересно же людям. Мгм. Ол не, титульный бой ма қандай? Жоқ, просто первый бой же кімде? Макаевта. Оны кәдімгідей не... Екі борец каратеден төбелесейін деп жатыр ма? Иә. Ол жақта элементі борьбы бар дейді ғой. Да? Можно, да, можно здесь. Но недолго там. Ну все. Все, рахмет, с нами был Дидар Сагадиев, руководитель команды Сах Про Тим. Как раз таки, какого числа? 2 мая. 2 мая? 2 мая Булат Заманбеков, боец этой организации, подерется с Макаевым. Прикольно. Рахмет, Баур. Кстати, Миша, а получается, Брейв его отпустил или... Все, они уже с Брейвом завершили отношения, но у них были все равно дружеские отношения больше.
Но Брейв ему не может и денег дать каких-то интересных, я так понимаю, и не И может дать соперников соперников крутых, интересных. Но для меня тоже удивление, что он пошел в карате-комбат. То есть, ну, для борца это какая-то странная история. Ну, там, наверное, предложили хорошие деньги. Да, скорее всего. Плюс это не пойдет все равно ну, там, в Sherdog Topology, если он даже проиграет там, то это никак не испортит его рекорд в ММА. Насколько Даной, да, реально, да, такой, как бы, как тебе сказать, воспитательную работу провел, да? Вот чуть-чуть, как бы, дисциплину нарушил кто-то. Не чуть-чуть, а конкретно. Все. Наверное, так в большом бизнесе и надо делать. Ну да. Ну, капец будет уроком многим бойцам. Не, я тебе, вот на самом деле, я тебе честно скажу, наверное, скорее всего, даже где-то местами Дануэт его так не сильно даже и воспринимал там, да, ну, как типа топа или звезду. Нет, его точно воспринимали как топа. Он же про него даже говорил на пресс-конференциях, когда его спрашивали, но у него проблемы не с Даной Вайтом, а с Хантером, это вице-президент UFC, и с Мейнардом. То есть именно он с ними Матчмейкером, да? поссорился, да. И Дана просто он выбрал сторону своих сотрудников, а не бойца. А что с ними он поссорился? Ну, подробностей там не знаю, но суть в том, что он с Даной Вайт, ну, Дана Вайт, ему, честно сказать, пофигу на эту ситуацию, и когда его спрашивали, он говорит, а что, Макаев, ну, он даже как бы особо Да, и не да. знал про это, что там Слушай, его ну Макаев, уволили. по-моему, даже тебе говорил, Вот да, эти- что они я- решили, да, конфликт Это вроде как бы. раз-таки говорит подтверждение моим словам, что не особо он был в нем. Если бы Дана был заинтересован, он бы вникал во все, мне кажется. А мне кажется, что нет. Он Почему точно, нет? ну, он заинтересован в нем был, потому что там с Макаевым действительно большой, вот там и шейхи его любят, то есть он в арабском мире интересен, но просто для Даны все равно есть понятие типа важнее там бойцов реально, у него есть там только вот Джон Джонс, наверное, и Конор Макгрегор, за кого он бы там, не знаю, Хабиб пошел бы на какие-то... Ислам сейчас. Ну, вот даже я не уверен, что для ислама там Перейра. он пошел бы. На какие-то для Перейра. То есть Перейра он все равно сделал там бой с Николаевым. Я к тому, что бойцов много, а там сотрудников, мне кажется, отдельных не так много. И он делает выбор как бы, Пользу в пользу сотрудников, и мне кажется, что это правильно, ну, с точки зрения бизнеса какого-то. А Макаев же вроде тебе говорил, что вроде как они... Он мне сказал, что да, они помирились, и типа он сказал, что пару боев я вернусь в UFC, но пока вот мы этого не видим. Ну и пару боев, кажется, не прошло. Один только Один был, бой, да? да, прошел. Один бой прошел. По грэпплингу он успел побороться, и потом подрался, да, в Брейве. И сейчас даже непонятно, куда ему идти. И там и в PFL, мне кажется, тоже не захотят его там на пару боев, да, подписать. А он, если и пойдет в PFL, то тогда уже точно испортит отношения полностью, потому что как раз рассказывали, что... там были слухи, что он типа на стороне Да, договаривался. с ними, договаривался, да. обговаривался с PFL, и вот Я это думаю, взбесило их. что он саботировал этим самым, наверное, переговоры, когда вел, они там гонорар не давали нормальный, и он говорил, вот мне PFL предлагают столько-то, наверное, да? Скорее всего. Ну там, мне кажется, это менеджерская работа уже все равно. Да, ну и вопрос в том, что такое А там кто его нормальные менеджер? гонорары. Его менеджер не Конор, не Конор, наоборот, не Али Абделязиз, а его же менеджер в той же... Он парадигма же был. Да. Он парадигма был, где Алиби сейчас. По-моему, да. Ну вот, и, короче, тоже там один из вариантов, про который говорят, что кто повлиял на то, чтобы его там не возвращать в UFC, это как раз Али Абделязиз, который говорит, типа, ты со мной двигайся, тогда... Ну, это как слух, опять же. Тогда у тебя будет возможность вернуться. А типа, если ты будешь не со мной двигаться, то не будет такой возможности. Тут даже менеджеры влияют, офигеть. Да, конечно. Прикольно. Да, сейчас Али Абделязиз это самый влиятельный менеджер. В принципе, Шавхата в кто видел единоборстве. последний раз? Видел? Да. В жизни. Ну, вообще, он новость есть какая-нибудь, что-нибудь начал? Тренировочный процесс, подготовку, там есть какая-то? Имеется в виду информация по поводу боя его? Нет? Никто не... Ничего нет. Что-то я, да, уже это давно не слышал ничего. Ну, вроде же как он травма и лечится. Не, ну понятно. А так, ничего такого не видел, никаких новостей. Даже в Инстаграм ничего не пустит. Короче, UFC уже все. Они смирились с тем, что будет этот чемпион против Мадлена, да? Так Они же титульный бой анонсировали уже скоро бой будет этот. уже. Да, я имею в виду все уже железно, да? Да, уже пресс-конференция была у них. Да, уже точно. Можно поговорить еще про бокс. Был большой вечер бокса, мы чуть затронули его в Астане. Там дрался Жанибек Алимханулы, это непобежденный чемпион в 2 организаций боксерских. Я просто в боксе не особо шарю, просто за этим турниром чуть посмотрел. Там была Балауса, тоже дралась, потом король Казахстана, никнейм, тоже хороший боксер. Заурбек, да, минимального веса. Потом, короче, там, вот это был Бикузбек, Да. который Шавката, кстати, встречал в Узбекистане, его товарищ. Такой огромный узбек, Тяжеловес. 2-метровый, Не, он олимпийский чемпион. двухкратный. Да, олимпийский чемпион. Дильшот. Нет.
Эмолов. Я сейчас могу посмотреть. Вот, был действительно очень много больших имен именно для бокса. Просто почему я там не могу тоже все имена эти сказать, кроме тех ребят, которых я знаю лично, потому что я за боксом, в принципе, не слежу. Но при этом я понимаю, насколько был большой уровень этого мероприятия. И тоже немножко меня Джалолов. расстроило, да. Точно. Тоже немножко меня расстроило, что вот опять не могут как-то нормально презентовать. То есть вроде бы турнир, ну, экстра-класса именно для бокса, либо к боксу чуть интерес упал, но я не видел там много интервью. Вот есть там на Мысфайтинге интервью, там, да, и все, я на других каналах ни интервью не видел, ни репортажей каких-то с этого турнира. Я вот не понимаю, как это все работает, потому что вы привозите реально там суперзвезд, причем суперзвезд именно казахстанских, которых типа в Казахстане А зал все битком знают. был? Я слышал, что зал, ну, был не битком, но заполнен. То есть там говорят, что А там дрались 70. они в этом, да, Барыс-арене, да? Да, на Борис-Арена. дрались. Ну, арену заполнить в Астане. Ну, хотя в Астане это реально. Ну, Там- представь, что это супер. Вот таких топов в Казахстане, кроме вот там этих ребят, плюс еще Узбекистан был, таких и нету больше. То есть, ну, если не на них кто-то идет, то вообще непонятно, на кого кто могут пойти. Ну да, Жанибек Алимханулу сейчас самая топовая звезда Казахстана в боксе. Вот, знаешь, я вот как раз-таки об этом и думал. Вот был Головкин, да? Время Головкина, оно закончилось где-то года 2-3 назад, да? Последний раз, когда бой был. Там, да, лет 5, наверное. 5 уже, да, прошло? Ну, кажется, 5 уже прошло. Последний бой Головкина посмотрели, когда был? 3-4, нет? Ну, не помню, но очень давно. Ну, я это связываю с чем? Потому что вчера Жанибек Алимханова поздравил президент. Видел, да? Выставил... Кто выставил? Ну, Тенгри и так далее, да? Что президент поздравил. Обычно президент придает этому важность, когда это реально, да, там какая-то топовая звезда. В 22-м году последний раз дрался. 22-м? С Саулем Альваресом. 3 года назад, 3 да? года, да. Да, 3 года, я помню, да, 3 года назад. Альваресом последний бой, это его был, и там, кажется, он проиграл, да? Да, это третий бой был, да, их? Да. Третий поединок. Прощальный бой, я помню. Сейчас ситуация такая, что вот Головкина как будто бы Жанибек Алимханула заменил, да? Если у нас в ММА это Шавхат, а в боксе это Жанибек Алимханула. Ты ощущаешь это? Настолько, чтобы это казалось... Пока типа, нет, потому что у Жанибека не было вот такого уже мировой звезды, как там Сауль, там еще какие-то бои крутые, титульные. Не знаю, или может на сам бокс уже какого-то нету фокуса. Может быть, поэтому. Но вообще, как замена Головкину, Жанибек прям супер достоин. Он нокаутер, у него хорошая техника. Как бы, я не знаю, сейчас бокс он такой стал. Там тяжело себе имя выбить, если ты хороший боксер. Ну, мне кажется, да, вот я всегда думаю об одной вещи, что реально, чтобы популярным стать, нужно драться за океаном, да, и там в промоушенах выигрывать. Там выигрывать таких крутых промоушенов. Где Головкин каких промоушенов? Я честно сказал. WBC он был чемпионом. А IBF был А чемпионом. наш дрался этот? Да, он что же в чемпион? этих промоушенах, да? Не по WBC он чемпион, кажется, чемпион WBO или IBF. Он IBF, WBO. Или- Ну, да. вот IBF, WBO, вот чем этот промоушен ниже или выше стоят? Но они все, Кто считается топовым сейчас? да, они, по-моему, все равнозначные. Дана Уайт, бокс пришел. Мне кажется, сейчас он такую реформу устроит там. Ну, интересно посмотреть. Посмотрим. Мне кажется, все равно там тоже столько игроков, что Там они еще вот будут такие мешать устои максимально. уже какие-то там. Не, прям- традиционно, да, тяжело. Но Дана уже тоже волчара. Он уже, можно сказать... Мне кажется, он будет туда заходить с Гигант. призмы ММА бойцов в бокс. Мне кажется, он будет с этой призмы заходить, как Не, Конор выходил я- с Майвезером. Я думаю, не так. Я думаю, что он сделает систему проведения турниров. Вот, допустим, в боксе в разных промоушенах мы видим, ну, максимум 4 вечера в год. Да? Мгм. И какой-то боец может подраться в 3 года один раз. Ну, как в случае там с тем же Головкиным и Альваресом, да? Саулем Альваресом. Ну, там 2 года один раз, 3 года. И да, ты там медийно там светишься, да, ты там о тебе говорят, но историю создать на этом примере, когда ты там в 2 года или в 1,5 года один раз дерешься, сложно. И для этого нужна постоянная селекция. Да? Должны быть рейтинги, должны быть постоянное присутствие. Чемпион сегодня выиграл и должен осознавать, что завтра там уже ему предстоит бой. Там, ну, как в случае там, с этим же чемпионом Шавхата, как его? Билал Мухаммад. Билал Мухаммад. Ему-то не дали же расслабиться. Он только выиграл пояс, ему там сразу уже сзади начали Шавхата давать.
ему пришлось там отказываться, говорит, травма, потом он там протягивал до мая, сейчас он в мае там с Мадлена дерет. Ну, такая ситуация, да. А в боксе такого, мне такое ощущение, как будто нету. Вот последнее время, вот бой этого, как его, Бивола и Бетербиева, он дал вот это ощущение. Там только прошел первый бой, сразу раскачали второй бой и уже раскачивают третий Ну бой. вот, но это и минус. Почему? Потому что одни и те же люди дерутся уже третий раз. Это не круто. То есть, чем UFC мне больше нравится, хоть там тоже бывают истории с мгновенными реваншами, но в любом случае есть какие-то очевидные претенденты. А если говорить про Бивола и Бетербиева, то вообще непонятно, с кем им еще драться. Вот есть только два имени, и это тупо. То есть два имени, и все остальные где-то вообще далеко. Так не должно быть, мне кажется, в спорте. В принципе, должно быть большой у тебя пул тех, кто может драться за пояс. И когда у тебя застой происходит, то, не знаю, 3 боя они одерутся, а что дальше 4-й бой? Ну, это же неправильно, наверное. Ну, и не будет, мне кажется, 4-го. Ну, вот так 3-й же, скорее всего, будет. И я уже говорю, что Третий, да, я смотрел интервью. подряд, причем, ладно бы там у них кто-то с кем-то еще Кремлева подрались. интервью смотрел, где он говорил, что пусть менеджер на меня выходит, мы готовы заплатить любые деньги. Вот так сказал. Да, дословно. говорить там не делать, будем честными, но... Вот, а сейчас Женебек, кстати, я посмотрел на бокс-реке, он сейчас вообще первую строчку занял в мире. Ты думаешь, что он не сделает гонорар, тот, который они попасть? Раз он так сказал. Я думаю, что говорить и делать — это разные вещи. Ну, мы видели, как он айфоны же раздавал. Я думаю, что у них гонорар чуть больше, чем айфона. Не, ну однозначно. Поэтому, не знаю. А еще даже самое золотые. интересное, что в весе... Ты, Он я не в знаю, где среднем. рейтинг посмотрел. Вот, Я на бокс-реке смотрел. да, посмотри еще раз, пожалуйста. Там второй стоит... Не, ну ты видел вот такие споры, он там постоянно делал. Кто угадает, тому $1 миллион. Деньги Да? есть. Ну, Понятно, что они есть. Не знаю, это в Инстаграме все. Я... Не веришь? Да, не Я сильно. к тому, что вот Жанибек Алимханул стоит первым в рейтинге, Мгм. а вторым стоит Нурсултан Миримов. Нет. Нет? А кто Ты, стоит? видимо, смотришь просто Казахстан. Вторым Арисланди Лара, потом Крис Юбенк, Хамзан Шираз. Ты, наверное, смотришь по Казахстану просто. Ты бокс смотрел? Нет, это Ну, я отрывками посмотрел видел. отрывками, да, Ты как он скажи, пожалуйста, нокаутировал. кто его соперник? Нагамасян. Там француз был, он, кстати, тоже не побежденный, но все равно он рангом намного ниже. Он хоть и не побежденный, но там класс разный прям совсем был. А позиция была, да, разная? Да, то есть, там боксер, типа, вот Женебек элита, и типа этот хороший боксер. Ну, круто. Круто. Заурбека бой не видели? Я только смотрел хайлайт. Муздиман дралась. Наша Да, красавица. Музи дралась. Дебютировали много ребят. Махмуд Сабрхан, кажется. Вот первый, наверное, бокс-вечер за последнее время в Казахстане, который проходит, где ММАщиков не было, да, кажется? Ну, это чисто потому, что был бокс-бокс. Классический бокс сделали, да? Не было ММАщиков, да? Может быть, в прилимах только, если, Не я было, только не было. мейн-карт смотрел, в основном карде не было ММАщиков. И Там вот- реально прям звезды казахстанского бокса. И вот самый прикол, что вот это делает кто-то, мы не знаем кто. Вот, допустим, если делает Найза, да, ты знаешь, ты заходишь на страничку Найзы и всю Не, информацию... Намат можешь- промоушен. Нет, Намат там есть продакшн. ребята, вот я видел там ахтауский парень, это президент Федерации бокса, профессионального бокса Казахстана, Рахмжан. Ну, Рахмжан, вот как раз-таки, когда вчера Камиль проводил, он там тоже был. Да. И вот я его видел как одного из организаторов. Но я думаю, что Федерация бокса там однозначно вместе в лице этого президента там, Федерации любительского бокса. И какая-то сторонняя международная организация. Потому что даже мы с Камилем по этому поводу разговаривали и общались. Прикольно. Ну, такой крутой вечер, такое крутое событие. В боксе в чем прикол? Я думаю, что этот турнир, скорее всего, в Дазане показали, да? Показали? По трансляции я не уверен, кстати, что нам показывали. Ну, на афишах любой нигде не такой было. вечер, скорее всего, На показывали. афишах ничего не было продаж. Иначе. Они вроде на Каспорте Мне кажется, показывали. да, мне кажется, это было все на Каспорте. Ну, они точно Нет, показывали на в Каспорте. Казахстане Каспорт, то понятно. Я за мир говорю. Казахстан это понятно, что Каспорт там возьмет и Спорт Плюс возьмет. Это однозначно. Бокс-то у них этого нету, как его. А вот, кстати, и рейтинги вытащил. Жанибек Алимханул говорит, теперь король среднего веса. В рейтинге бокс-рек казахстанский боксер наконец-то обошел чемпиона мира по версии ABA кубинца Эрисланди Лару. Это Спортс рейтингера пишет. А еще Алимханула 17-й в рейтинге
вне зависимости от весов. Лидирует украинец Александр Усик. Есть информация, и по деньгам ее опубликовал спорт какой-то Солерис, что-то такое. Издание публикует гонорар по боксу ММА. Правда, эти данные появились еще 4 апреля, насколько они правдивы, неизвестно. Говорит. Так, по информации издания, базовый гонорар казахстанца составил $500 тысяч. Ну, тоже верить каким-то изданиям. При удачных продажах PPV общая плата для Алимханова может вырасти до 3,5 миллиона. Кстати, вот про PPV. Вот как раз-таки, скорее всего, PPV Дазм продавал. Я сейчас на конверте. Кстати, вот только что я увидел, у них там было видно, что они вместе с Топ-ранком работают, потому что, я так понял, промоутерская организация, кто ведет Женебека, это Топ-ранк. Красавчик, поздравляем Женебека. Ребята, мои друзья с Намыс Файтинг ездили на турнир, и вот насколько тоже бокс себе в ногу стреляет постоянно. Очень сложно было кого-то вытащить на интервью. Они вообще, у них не организовано ничего это было. Там бойцов после боя никуда не приводят на пресс-волл. Всем пофигу. И вот тоже насколько меня такое раздражает, у тебя действительно там сфера медийно умирает, и ты еще хуже каждый раз делаешь, ничего не организуешь. Там смотришь на ММА, все всегда заинтересованы, своих бойцов хотят куда-то пропихнуть, отдать. И из-за этого это все работает. А эти люди просто забивают, и так сойдет. Я, кстати, в ТикТоке видел, один пацанчик сделал себе фейковый бейджик, что он мобилограф. Лучше не рассказывай про это. Почему? Я про это не рассказывал. Потом у него проблемы будут какие-то, да. Нет, он же в ТикТоке, спалили. он в ТикТоке это сам рассказал, там уже с 1000 лайков, куча просмотров. Он прям показывал, как он пошел, распечатал, сам себе сделал этот бейджик, написал туда мобилограф. Но у него же тоже такой кейс был. У нас пришел парень с бейджиком прошлого ивента. Там именные ивенты мы делали. Именные бейджики на Урал все. И он оттуда пришел, пресса. А там другого цвета. Но он купил билет. Он пришел сперва себе на место, сел. Там народ собрался, и он хотел просто ближе к рингу пройти. Он пришел ближе к рингу, и там поснимал крутые кадры и ушел. Такого. В чем проблема? Вот, знаешь, я уже... когда-то я тоже думал об этом. Потом, как уже часто стали ивенты организовывать, забыл про это, да? То есть, за границу едем, приобретаем билеты. Здесь, в Казахстане, в основном приглашают. В силу каких-то определенных. Если интересно, вот я где я приобрел билет? Сейчас я хочу вспомнить. Где-то я приобрел билет, и мне еще так, знаешь, и радостно было, что я купил, и как-то грустно было, что не пригласили. Какой-то момент был такой. Куда-то я пошел на какой-то ивент, какое-то командное событие. Не Батербол. Типа футбол? Баскетбол? Кажется, Батербол. Хоккей. И в чем прикол? Грустно я имею в виду, что ты думаешь это футбол был, да, футбол, кажется, был. Когда, наверное, Челси приезжали, нет? Да. Челси, что-то в Астане кипиш был, да? Вот тогда, кажется. Не, Челси здесь был. Не, в Астане какая игра была? Я вообще футбол не смотрю. Весь город был закрыт. Не знаю, наверное, какая-то сборная приезжала. Да, вот что-то с этим связано. Я вот не могу понять, почему люди все-таки, знаешь, даже при присутствии бабок есть деньги. Я знаю, что у него есть, не то чтобы я чужие деньги считаю, приблизительно знаю, что ему несложно купить билет за 20-30 тысяч тенге. Но он не хочет мне покупать. кажется, это такая вечная история, когда на платных парковках люди на крузаках или на геликах себе номер сзади заклеивают. Поэтому я не удивляюсь тому, что люди не хотят что-то покупать. Вот так они накопили на гелик. Да, скорее всего так. В Караганде было. Там один клиент, купивший билет, и я же возле клетки ходил, там была такая ситуация, между боями все вставали, и вот так прям уже близко к клетке подходили. Там у нас решение было одно, неправильно мы не поставили, ограничители не поставили. И, почему-то я подумал, что там культура в этом плане, она очень сильно развита. И когда гонг, турнир продолжается, все садились, да, хорошо, все садились, но при этом были ребята, которые вровень сзади подходили, вставали с первым рядом, в промежутках между сиденьями. И один мужик сидит на первом ряду, он говорит: Нурбек,
Мы очень рады, что вы приехали. Я прям ценю вот билеты. В первом ряду я 8 билетов купил, говорит. Сейчас в следующий раз приедете, я вообще там 2-3 ряда выкуплю. А билеты стоили минимум 50 тысяч. Первый ряд, да, 50 тысяч стоил. И я такой, ну, спасибо. Он говорит, ну, чуть-чуть, говорит, неудобно, что люди... Ну, я говорю, ну, извините, конечно, чуть в этом плане не доработать, но в следующий раз мы закроем, сделаем прям приватную VIP-зону, чтобы каждый, кто купил там билет, должен кайфануть. Он говорит, все, спасибо. А так, говорит, ну, прям такой отзыв, да, там вот живой, там стоишь, он у тебя на ровном месте, говорит, блин, атмосфера, бомба. А там же вместо 6500 должно было 6500 человек сесть, 9000 прошло. Еще 3000, 1500 на улице остались, зайти не смогли. Ну, мест нету, уже стоячих нету. Я к чему говорю, что вот эту, нам надо не останавливаться. И, знаешь, я вот это не принимаю. Даже вот среди своих коллег я говорю, там, ребята, давайте заниматься там развитием покупки билетов, чтобы люди вот эту культуру формировать, чтобы люди должны понимать, что вот эта каждая копейка, которую они вкладывают, это в развитие идет. Организация, если не будет зарабатывать, они не будут это проводить, это мы понимаем. Да, придут там одни, вторые, одни за друг другом будут идти, но если мы не научимся покупать, ни одна организация в Казахстане не выживет. Да, сюда будет приходить UFC, там, может быть, там, да, в свое время Беллатор хотел прийти, там, какие-то российские организации, там, азиатские организации. Но если мы на примере своего промоушена не раскачаем, не сделаем, так как и там в игровых видах спорта за границей, может быть, там, в UFC, тогда развитие ММА, оно сильно не будет. Именно в плане ивентного, индустрии, шоу, там, качественных бойцов, там, качество продакшна того же, да, картинки. Из-за этого мы должны часто обращаться к нашим зрителям, чтобы они понимали, что их покупка, она очень важна. Говорить надо, пропагандировать это постоянно, говорить об этом, не уставать. Почему? Потому что все-таки есть же кто покупает. Вот, допустим, солдаут в Костанае, солдаут в Караганде, солдаут в Семее, солдаут, где у нас был? В Актау, солдаут в Ахтубе не было солдатов. В Алмате в некоторых турнирах, вот где мы в ADD проводили, ну, все места выкупались. Так что есть какая-то 5-6 человек, которые хотят покупать, которые покупают. Ну, я думаю, что, значит, и остальные могут. Надо просто делать это. Ребята, не спешите. Вот каждая копейка, которую вы покупаете, для вас это там может быть какая-то часть ваших там доходов, не знаю, может денег, каких сбережений. Ну, когда у вас 1000, когда у вас там десятки тысяч, это очень большая помощь индустрии. Эти деньги идут на бойцов, эти деньги идут на организацию, эти деньги идут на зарплаты людям, которые во время ивента работают. Так что никто прям не зарабатывает, все в минусе, но при этом при всем как бы делают это, стараются. Да? А вообще, когда мы там приведем... Ты, кстати, недавно же давал интервью, тоже просто, прорекламирую, по поводу заработка на ММА в Казахстане для, если не ошибаюсь, Спортэкспресса, да, или для мета-рейтинга. Банк КЗ, что-то такое, короче, да. Я видел просто статью. Да. Да? Какие гонорары у бойцов, да, что-то там спрашивали. Это вроде Спортэкспресс брали. Не Спортэкспресс, банк какая-то экономическая газета. Да? Ну, вот я видел на Спортэкспрессе вроде. Но потом-то разбежалась там здесь. Даже Сула вытаскивал, я помню. Там кто-то возмущался, что там кого-то из казахстанских бойцов нет. Просто я не знаю гонорары этих бойцов. И как бы я написал, кого знаю. Все. Так что покупайте билеты на 3 мая. Алмата, Балон, Шолак. Не, это однозначно надо покупать. Что там? На что ты можешь потратить? Там, ну, в среднем билет, самый минимальный сегодня билет 5000 тенге стоит. Вот на что ты можешь потратить 5000 тенге? Там, ты сможешь сходить на качественное шоу, посмотреть. Подписка еще дешевле стоит, там 10 раз, да? Там, какой 10? 20 раз, да? Покупай, смотри, развивайся. Что-то интересное про карт расскажешь? Ну, карт... Вот возвращение тяжелого дивизиона. Его долго ждали, а много о нем говорили. Вот сейчас есть возможность, да, у пацана с Кульцаров, Ерлана Шакишева показать себя против такого битого, сильного, опытного Хусейна Адамова из Чечни. Достаточно популярного в России боями с Хадисом Ибрагимовым, с многими из поп-индустрии. Такой достаточно популярный боец у себя там на родине. Здесь его знает, кто смотрит наше дело, кто смотрит там хардкор и так далее, и так далее. Но, знаешь, вот Ерлан Шакишев,
такой боец, хоть и он один бой провел у нас на Азии, он до этого в МФС дрался. Вот, Мерген файтинг. да, Мерген файтинг, в Атрау. Хорошие поединки проводили. Вот когда даже я... Вот как он мне вообще в голову пришел, как соперник, ну, хотелось реально такого местного какого-то героя найти. Почему? Потому что все-таки билеты мы здесь продаем, все-таки арена здесь стоит, все-таки, чтобы заинтересовать аудиторию, против Хусейна должен выходить какой-то парень, за которого местная аудитория там будет топить. Но, к сожалению, мы этого не видим, чтобы ярко там, ну, и об этом и, наверное, понятно, что у Ирлана там не такая большая фан-база. Но когда я боролся, помнишь, на чемпионате мира по грэпплингу, он тогда и в джиу, и в грэпплинге бронзовым призером стал. Поборолся хорошо, я видел, как он таскался, там, двигался. У него неплохая борьба, скорость не сильная такая, но при этом при всем и бокс хороший. Я думаю, что у него может получиться там хорошую такую... А Хусейн Адам хорошую ударник? руку. Нет, Хусейн Адам больше, он, наверное, партровик. Просто вот я помню, на Зе дрался протеже этого Артема Вахитова. Помните, тяжелый вес тоже. Там такой мощный нокаут был. И мне кажется, вот этим-то и интересный тяжелый вес, что там любой удар он может стать последним. Но мне кажется, вот этот пацан, который дрался, я помню этот бой, Маваша, да? Да, с хайкиком. Хайкик. И мне кажется, он не будет драться против борцов. Так же, как и Вахит мой. Так он, в принципе, вообще считается, и он в Глоре должен был драться, просто в Глоре же перестали в России подписывать. Тем интереснее его увидеть против хорошего лига. Знаешь, у нас однажды дрался этот Осетин. Чуть ли не там чемпион России по вольной борьбе, Штрах, такой грозный вид. Ты не помнишь этого бойца? Как зовут? Я понял, о ком ты говоришь. Он один раз в NFC подрался. Я знаю, да. Штрахенберг. Нет, точно не Штахтенберг. Я понял, кто. У меня с ним интервью даже есть. Сейчас. Не, у него погоняло, Штрах как-то. У меня есть с ним интервью. Я знаю его. Да. Блондин, белый, светлый. Классно, на самом деле. Жалко, да. Он на Регрегу как раз проиграл, кому проиграл Малыхин в последнем бою. Что-то он уехал, да, там, в этот One FC, хотел там себя реализовать. Ну, я его менеджеру говорил, ему еще рановато было на One FC идти. Но что-то они так решили. Да, но он на самом деле очень такой Гараев, интересно. Гараев, да, Гараев. Интересно, сейчас я посмотрю. Интересно выглядит, прикольный дядька. Да, персонаж очень интересный. Крутой. Сейчас у нас появился вариант... Батрас Газаев. Батрас Газаев, да. Гараев, я говорю, Газаев. Его с этим... И у него погоняло, как? Что? Ну, в борьбе, да, у него был, он потом же в ММА себе поменял, у него был, да, прикольный, это погонял немецкое, типа. Да, ну, так он, да. Немецкое. А в ММА он Ганнибал был. Или каннибал. Покажи мне. Ну вот. Ты не видел? Он один бой дрался у нас. Страшно. Фактурный, да. Да, он фактурный. Борьба очень. у него очень хорошая на уровне. Жалко, потерялся. На самом деле, вот его было бы классно вернуть. Он последний раз как раз в 22 году проиграл Ван, больше не дрался. В 22 году, да? Ёп, так время летит. Да. Я помню, как вел переговоры по поводу его. Его, кстати, знаешь, кто привел к нам? Эдуард, ну как ты мог? Вот так ну, кстати. Осетин? Ну да. Я вообще хотел сказать, Марат Балаев. Нет, Эдуард. Угу. Вот такая вот. Даулет Усербай. Ну, вы, наверное, видели в прошлые выходные этот перс газует, да? Да. Там типа титул, не титул. Вызывает прям перс. Вот мне бы было интересно посмотреть Даулета Усербая против перса. Да? Вот реально мне будет интересно посмотреть, если сейчас Даулет Усербай пройдет, если вы организуете бой с персом, мне лично будет интересно посмотреть. Но перс ждет. Даулет Усербай. Вообще, когда мы с ним переговоры вели, он говорит: Нурбека, я говорю, ну, с кем бы ты хотел, БМФ, пояс? Он говорит, ну, не знаю, говорит, кого там можно. Я говорю, ну, тебе нужен не боец, тебе нужен не просто боец, тебе нужен медийный боец, хороший медийный боец. Тебя люди медийные, если там говорить о таких боях, да, допустим, если мы организуем Даулету просто медийный бой, тебя уже просто как актера никто не воспринимает, все знают, что ты там чемпион мира, что... Ну, реально, Даулет сильный, реально, ну, как бы, для своего уровня он хороший. И тебе надо драться с такими бойцами, у которых прошлое какое-то определенное есть. Я ему этот вариант предложил. Он говорит, все, Нурбека, я согласен, давайте там отдельный ивент, я там в главном бою вечера с ним вместе там за пояс. Все, и
Я начал об этом говорить с этим, с Хейбати. Хейбати услышал это и сразу подхватил, ну, он как в своей манере, там, спрыгнул, не спрыгнул, как сарай же. Актер, не Да, актер. актер, не актер. Даулет хладнокровно говорит, все, ехал. Конечно, Даулет, он мне раза 3 сказал про этого. Чурчаев. Чурчаева. Ну, я говорю, ну, Даулет, ты пойми, что это нереально. Во-первых, Чурчаев, скорее всего, сюда больше не приедет на бои. Однозначно. Во-вторых, он сейчас подписался в другую лигу. Другую лигу, и как бы там, я думаю, что не будет этого боя, да? Ну, это бой намного интереснее, честно сказать. Чурчаев. Чурчаевым? Да, конечно, у них история с Не, Баттербола. понятно. Чурчаев. Давай реально оценивать вещи. Понятно, что не будет этот бой. Ну, опять же, то есть, если там где-то можешь найти какие-то большие прям деньги, то можно будет, наверное, как-то затянуть. Потому что ЛФА все равно, они тоже пластичные достаточно ребята. Ну. Просто именно вот говорю, по истории, ну, понятное дело, что Хейбати, он там любит там делать шоу, может там потолкаться, что-то написать в Инстаграме, но у них нету бэкграунда вообще никакого. То есть они не связаны Истории никак. нету. А здесь уже ребята связаны прям, все хотят их бой, хотят, чтобы типа там у Сербая там мстил за то, что его там, что вырубили же, да, на этом Я все Баттерболе. понимаю, но этого боя не будет в Казахстане. Просто и тут и Шовхал Чурчаев, мне кажется, уже... Я не знаю, когда он последний раз дрался? Недавно он дрался на Ты- ЛФА. вот- Он дрался против монгольского бойца. Вот ты бы на месте Чурчаева приехал в Казахстан, Ты когда про... каждый второй хочет Вот, тебе да, там- если ты про эту историю, ну, Я тебе про эту историю. Каждый второй хочет тебе челюсть сломать здесь, ну в Казахстане. давайте сделаем в Узбекистане где-то. Да не знаю, ну, да, ему многие хотят. Там сколько людей Да, в этом написало в плане, комментариях. ну, либо надо Я, какую-то охрану. я же про это говорю, что не то чтобы он трус, не трус. Кто бы поехал в страну, где тебе там... Какую-то охрану организовать, может быть. Ну, какая охрана? Ну, значит, сделать вот выездной турнир. Просто этот бой, он реально интереснее, чем бой с Персом. Я говорю, что, ну, нету с Персом, вот у меня между ними нет химии никакой с Персом. Ну, они там друг другу написали в Инстаграме, окей. Да. А в чем у них конфликт? У них никакого конфликта нет. А вот здесь прям жесткий Не, конфликт. ну, это понятно, но бывают бои без конфликта. Ну, я к тому, что если мы там берем Перса, реально Федор дорогого. Емельяненко дрался с Мирко Кроковым, с... Да не, это же это Вирдумом вообще... и многими Нет, там, другими. слушай, ну, с Мирко Без Дракоповым- конфликта. Да, но там Мирко был один Дракоповым была лучший, история. лучший боец там в истории против там лучшего тоже бойца в Кикера. истории. А здесь нет такого, что там у Сербая лучший боец в истории, Перс Не, лучший лучший боец в актер истории. в Казахстане против лучшего поп-мальчика в Не России. знаю, я, честно, связь не вижу, а вот если мы сможем реально вот эту организовать историю, что типа все будут говорить, типа у Сербай должен там мстить, он должен ему челюсть сломать, Да, да, да. это офигеть как будут говорить. А с Персом, ну как бы Перс прикольный, но именно я химии вот здесь не вижу. Вот Перс, Ответь Миша. Мише Вестнику ММА, пожалуйста. да, Перс против Касымбая в ММА, прикольно. В своей манере ответь, пожалуйста. Ой, мы только с ним это общий язык нашли. Не надо, да? Сейчас опять мне что-то плохое напишет. А что у тебя было? Ну, было. Что было, того уже нет. Сейчас уже нормально общаемся. Не, на самом деле, вот как бы многие, ну, как раньше я его представлял себе, очень такой воспитанный, порядочный парень. Да, он просто умеет, типа, действительно вживаться в роль в какую-то Да. плохого парня. Как камера включается, Да. сразу меняется Но парень. при этом действительно молодец, что там генерирует просмотры, генерирует конфликты какие-то. Но, говорю, с Сербаем я пока что вообще ничего не вижу. Может, что-то изменится. И вот что прикольно, в Караганду, когда приехали, он с Вадимом берет, он говорит, Нурбек. А человек говорит, Нурбек, есть в Караганде какое-то место? Я говорю, какое место? Ну, хорошее место, чтобы это было Караганда, понятно. Да? Вот так, да? Мгм. Я такой, ну, реально думаю, да, есть, наверное. А потом монумент Шахтера же нашли же, помнишь? Мы с тобой ездили, да, снимать? Он говорит, давай мы там запишем видео. Вот так, я же прям молодец, знаешь, такое. В этом участвует в процессе. Приятно иметь дело с такими бойцами. И такой эпичный стердаун получился, помнишь, когда снизу сняли, сзади этот монумент Шахтеров. Бой не очень эпичный получился. Почему? Ну, быстро пацан. проиграл. Быстро проиграл, да. Я не знаю, что вы ожидали. Не, я этого и ожидал. Да? Я Хотя, ожидал, я что он был, больше я- продолжится. хотя я был уверен, что один раз он уронит фаниле. А был локоть. Заметил, локоть был. Да, такой, да, бам, рассек когда он. рассек. Хороший локоть попал. Я не помню, что Перс кого-то нокаутировал, если честно. Не помню просто. Может быть, и нокаутировал, но Я я не тоже не помню, помню. чтобы его там были прям... Вот Барол, да, нокаутировал, У него, да, перебивал. он нет. ударник-то хороший, но он не, у него нету вообще мощи в руках. У него руки вообще слабые. С ног он типа неплохо бьет. Но он именно больше такой игровик. То есть он много накидывает. Вот он но- как кардиомашина, да, вот постоянно пашет во время боя, там, работает. Молодец. Ну, именно, да, в плане ударки. Да. Ну, неплохой боец. но- А
Хайбати и Мурат по ММА. Касымбая. Да. Смотри, скорее всего, да, но вот мы чуть момент тоже потеряли, мне кажется. Время, После да. того, как прошел их в боксе бой, и вот реально то, что все люди такие, ну это бокс, и типа, Надо было они сразу уже делать обнялись, они уже там обнялись, то есть уже не было... Ничью там дали, да? Нет, Касымбая выиграл, хотя многие не согласны с решением. Или ничья была? Ничья, кажется, была. Ничья была, Кажется, ничья была, да. да. Окей, Да, может. ничья, кажется, была. Да, наверное, да. Ну, многие говорят, что Касымбай там проиграл. И просто, знаешь, мне кажется, что из-за того, что они уже тоже поймали какой-то взаимный респект, уже все это вот потерял. А вот если бы до этого момента, и не надо вот этих обнимашек нам, типа, Ну, надо насколько бой. я знаю, Муратбек Касымбай до сих пор жаждет реванша именно по ММА. Он говорил, что бокс это будет как аперитив, да, так скажем. Ну, этот бой, опять же, сколько стоит, тут тоже думаешь про экономику, капец. Очень дорого. Да. Ну, однозначно интересно было бы. То есть поражение в ММА, ничья в боксе, и как будто вот нужно поставить точку по ММА, и тогда уже, ну, как бы По уже карате решить. комбат. По карате комбат. ММА, Тоже, бокс. тоже интересно. Баттербол 1-1 Баттербол. на Да. коленях. А вот, кстати, по поводу Марифа тоже интересно. Фаниль сказал, что он говорит по боксу, потом жду типа от Нурбека какое-то предложение, чтобы мы еще следующий бой сразу же по ММА Ну, сделали. прикольно, что он уже продается в следующий поединок. А так посмотрим давай. Я сам, если я, ну, как бы, надеюсь, что мы здесь 13 июня будем биться и поприсутствуем обязательно на этом. В боксе. 13 июня, это, кажется, знаешь, праздник. Проверь, пожалуйста. Госслужащих? Нет, праздник чекистов. Ну, национальной безопасности. Кажется, насколько я помню. Или июля. Июня. Кажется, это день ЧК. День КМБ. Так что если у вас есть родственник из КНБ, покупайте ему билеты на турнир. Насколько я помню. Да? И Национальный день Домбры. День Домбры тоже круто. Тоже неплохо. Потом Ты лучше набери как раз день, день, КМБ. день Да, Комитета тебе национальной безопасности. выдаст дату. Международный день осведомления об альбинизме. Ты смотри не дату, а Это праздник. по названию. День чекиста, да? День, нет, день национального комитета, КМБ напиши, день КМБ. Июля. 13 Июля. Л, да? Да. А, вообще, на месяц ошибся. 92 года. Но все равно покупайте. Надо, все равно покупайте. Да, День Астаны когда? 6 июля. Л, да, тоже, да? Почему-то я все время путаю. Июнь с июля. Раньше был 10 июня. Потом поменяли. Так, мы уже ушли, да, что-то совсем далеко, мне кажется. Люди на этом моменте стали отписываться, когда мы обсуждаем дни. Давайте, у кого-то еще какие-то темы есть? Мне кажется, что мы все... Кажется, еще всё последнее, наверное, что тоже можно сказать, я не знаю, но вряд ли вы смотрели. PFL турнир был, там... Кого-то нокаутировали россиянина, я Да, видел. и- проиграл Мухаммад Берхамов. Он, кстати, тоже, я думаю, что и тебе известно, он в Казахстан приезжал, он проходил сборы в КТТ в свое время, и, в принципе, он очень хорошо о Казахстане отзывался всегда, потому что он, я так понимаю, что кабардин-балкарец, вот вроде. Адык он, короче. Мгм. Вот. Потом Андрей Корешков проиграл. уснул, да? Да. Корешков? Да. Его удушку взяли. И его, кстати, выиграл Джейсон Джексон, это спарринг-партнер Шавката Рахмонова. Вот, ямаец. За титул они дрались? Нет. Вот это- который это Шафкат Гран-при. боролся, да? Да. Схватка была. Он выиграл? Да, он выиграл. А он же был чемпионом Беллатора, нет? Он потом проиграл Курамагомедову. Ну вот как раз таки, знаешь, я тебе скажу, вообще ноль информации было про этот турнир. Мне так кажется. Я не видел. Он еще был в будний день, да? В четверг? Они в пятницу проводят. А, и в пятницу. Пятницу проводят, да. Ну, мало достаточно было информации. Ну, это PFL, в принципе. Вот PFL у них такая фишка, типа, всем пофиг на PFL. Ну и Корешков уже давно не А такой трибуны медийный. полные были? Трибуны, честно, я даже... Ну, там все равно, сейчас вот на турнирах тоже хитро делают. А, свет выключен. Свет выключают, Да. и ты как бы не совсем понимаешь вообще, что по трибунам. Вроде было... И они еще, кстати, снимали... у них был турнир на киностудии. То есть там вообще непонятно по народу. В сколько там Казахфильме. еще- Ну, типа только американский казахфильм, да. Американ фильм. Вот. Плюс еще Магомед Умалатов, тоже спарринг-партнер, кстати, Шавкат Рахмонова, он не смог сделать вес перед Гран-при, его сняли. А, сняли за день, да, И буквально? получается, да, было 3 бойца с России в 77, и всех троих, короче, все трое вылетели из Гран-при после, первого турнира. Плюс выступал
Хойбулаев, и он, это из зала Хабиба, непобежденный боец, 22-0, и он победил, ну тяжело прям победил. Вот с такого интересного, что было. Я даже не знаю, что должен сделать PFL, чтобы, ну, грубо говоря, мы начали его смотреть. Пока не знаю. Подписать кого-то казаха, возможно. Вот, чтобы, допустим, хотя бы я их один бой посмотрел. Или вот раньше я иногда смотрел бои Корешкова. Но сейчас его медийные, ну, как бы, его медийка намного сильно упала, что, допустим, сейчас как бы нету интереса его смотреть. И чтобы, допустим, мне сейчас найти трансляцию или там, да, посмотреть PFL, мне нужна там определенная цель. Вот UFC я могу смотреть, да, типа, потому что это UFC, PFL не могу смотреть, потому что это PFL. Ну, это нормально. Да. Как бы ACA я смотрю там только бои там Артема Резникова, к примеру, да. One не смотрю, потому что там толком никого нету. Ну, это нормально. Я же говорю, что слишком перенасыщен Да, типа рынок. Но окей, если никто не смотрел, то и пофигу. Не, я к тому, что было бы круто, если бы сейчас в PFL залетел какой-нибудь казахстанский боец. Я вот к этому говорю. И что тогда, возможно, во-первых, однозначно он сразу в своей медийке немножко выигрывает в плане того, что он в этой лиге единственный казах, как бы, или казахстанец, неважно. Поэтому, мне кажется, некоторым бойцам нужно стремиться вот попасть туда, вот как Кашира Даутбек, да, единственный в Райзене. Единственный в Райзене, ты хочешь, не хочешь, ты по-любому будешь этот турнир смотреть, ты будешь искать трансляцию. Мне кажется, нашим бойцам нужно пытаться в One попасть, в там, PFL. Да слушай, хоть куда, то есть, ну, тут тоже... Нет, я имею в виду туда, где нас мало UFC, или нету. Да нет, в UFC-то будут еще больше смотреть, чем в Райзене тебя. Не, Поэтому лучше, по-любому. конечно, стремиться в UFC. Нет, тех, кто нету, кого нету UFC, да. Ну, да. Интересно, в Райзене допинг... допинг есть, да, в Райзене. Есть. Харшага говорил, что Да. одного рандомно, короче, берут. Ну да, то есть пула. ну, там все равно чуть сложно попасть. В принципе, сейчас вот есть, например, дефицит все равно и казахстанских бойцов в ACA. Я вообще как понял, у них есть все равно желание сейчас попробовать в Казахстан вернуться. Вот, поэтому, может быть, кого-то еще там подпишут. Я вчера с Артемом Резниковым записывался. И вот он тоже говорил, все просит, чтобы ACA в Казахстан пришел. И говорит, единственный минус, что там только он и Женя Гибердиев. Гибердиев. Да. И говорит, много кыргызов. И говорит, такое ощущение, как будто они быстрее в Кыргызстан придут, чем к нам. Я говорю, да блин, просто вас двоих поставить в главный карт, всех остальных кыргызских бойцов тоже затянуть в этот карт. Кыргызстан близко к нам. И как бы у нас арены есть, и в принципе спокойно можно турнир провести. Если здесь вы в карде и кыргызские бойцы, и мне кажется... Все равно это работает, знаешь, ты говоришь про ситуацию, что типа купите билеты. Билеты, ну, ты же уже у нас поработал в НАЗе, билеты не могут покрыть все расходы на турнир, и особенно когда у тебя там какие-то ребята, которые много денег получают, там тот же Артем. Поэтому нужно, чтобы в Казахстане какая-то, опять же, встречающая страна была, там не такие жесткие условия, да, как UFC, но в любом случае нужен кто-то, кто будет принимать, помогать. UFC, знаешь, я тебе скажу, что, скорее всего, им лучше сейчас там у себя проводить, да, в любом случае, и там, помимо там Чечни, Грозного, еще там города, где там, ну, Сочи. Да, такие, да. Ну, они так и делают. Они в этом плане, что... Не, я говорю, не то чтобы зона комфорта, а там, наверное, будет лучше получаться в итоге. Вот ты сказал про принимающую сторону, да? Я вот сейчас просто думаю, вот с кем, кроме Найзы, да? Да не, почему здесь нельзя? Дело не только в турнире. ты имеешь в виду, да, ты имеешь в виду, вот кто здесь поможет организовать? Чтобы кому-то было типа интересно, какие-то свои интересы решить. Ну, тут просто согласен, я говорю, конечно, что нужно. конечно. Те же, например, там, не знаю, казахстанские букмекеры какие-то согласились бы принять там ACA, помочь деньгами, потому что это реально просто вот... Я говорю, я это и так как бы понимал, но сейчас я это намного более понимаю ясно, что нужны деньги, конечно, на то, чтобы проводить хорошие, Он раньше просто интересные бои. журналистом был, сейчас он, видишь, промоушен сам. Ну, я всегда работал, я всегда, на самом деле, работал в каких-то лигах, типа, Не, но да, когда ты активно ты же видишь, что как бы это не все так просто, да? Да. Постоянный поток денег должен быть. Да, что прям бабки Причем нужны. много. Много денег надо. Много. Да, вот реально сейчас... Из-за этого, друзья, все в ваших руках. Бәрі сіздердің қолдарыңызда. Егер сіздер әрқайсыңыз 100 000 адам болып, жаңа 200-ақ, 500-ақ теңгенің подпискасын сатып алатын болсаңыздар, біздер дамимыз, біздер өсеміз, біздер жауынгерлерімізді өсіреміз. Кстати, тоже передадим привет, раз рубрика такая пошла. Есть такой журналист из Ушатайки, Ислам Бабаджанов, и после, по-моему, какого-то твоего подкаста или какого-то интервью
Он купил подписку на Найза ТВ. Да? И говорит, я купил чисто вот Найзу поддержать. И он мне это вот каждый раз говорит. Из России купил. У Шатайка? Да, Ислам Бабаджанов. Да, скоро мы планируем запустить приложение. Я все-таки думаю, что вообще нашим фанатам, я тебе скажу, они в плане поддержки, я вот насколько общаюсь, сколько оцениваю, им как бы не жалко купить. Тем более такую подписку, там, которую мы хотим сделать там, за 300 или там, за 500 или за 200 тенге. Несложно. Я даже когда опросы отправляю, мне в дайректе пишут: Нурбек, мы готовы даже за 1000 тенге покупать. Ну, то есть не проблема. Но основная проблема у ребят, они не все любят жить в вебке, в браузере. Все хотят жить в приложении. У нас прям это конкретная потребность. Все любят приложения. И вот сейчас мы нашей компанией, посоветовавшись с ребятами, взялись за разработку. Сейчас хотим придумать такую качественную платформу, где будет приложение для iOS и для Android, и чтобы ребята прям, это такое большое комьюнити хотим создать. Там первые 50 тысяч мы хотим сумму поставить такую, чтобы вот первым 50 тысяч там... По 1 тенге условно. А? Условно, там по 1 или по 5 тенге, да? Ну, 5 тенге. Нет, условно говорю. 500, ну, 200 тенге, ладно. Угу. 5 тенге ты вообще загубил? Нет, я... Да он говорю, сам еще заплатит на по 5. Жвачка не 5 тенге стоит. Я помню те времена, когда она 5 тенге стоила. Но сейчас Это жвачка что? даже 50 тенге стоит. Это когда на остановке Алибиты встречал. Не, это еще раньше, братан. Помню времена, когда я в школе с братом учился, 90-е годы. Мы покупали жвачки и продавали их в школе. Что-то, короче, обменивались туда-сюда. Времена были. Я вот сегодня историю рассказывал, ну, за поколение, да? Вот прикинь, с нами сейчас работают ребята. Ержан, сен не шлалсын? 95. Ну вот, 95. У меня сестренка 95-го года. И там парни сидели, потому что я как 96-го, кто-то 2000-го года. Представляешь, я в 96-м году, 7-6 году, я сестренку на своей шее 2, 3, 4 километра в садик таскал. Каждое утро, 4 километра в садик. И вот так, это я сейчас к мотивации говорю, ребята молодые. Доходил до садика. И вот представь меня, молодого пацана, мне 11, 12, 13 лет, меня мама будет, говорит, давай там, сестренку я бах. А садика у нас в микрорайоне нету, мы там в ПНГС, синой участок, где-то километр 2,5 туда, 2,5 обратно. В общей сложности 5 километров. Пешком идешь. И каждое утро, что я хотел, знаешь, вот мечта у меня какая была, велосипед. Мечта такая. Я нету велосипеда. И в принципе он не продавался в магазинах в то время, в Кульцарах. И денег не было. Денег не было на велосипед. А мама на базаре стояла. И я прикинь, вот, ну, бизнес-кейс как рождается в голове. Я иду, и все женщины, которые там на базаре, ну, рядом с мамой там стоят, у них проблема. У всех одна и та же проблема — цепочка. Знаете, что такое цепочка, да? Вот так вы рассказывали эту на историю, трибуну вешают наверх, и снизу так вешалки вешают, и товар висит. И я, короче, эту цепочку, она пластмассовая, я, короче, иду в какое-то здание заброшенное, там вырываю эти провода, алюминиевые такие толстые, и из них делают цепочку, короче, с крючком. А она прям мертвая, на нее хоть там людей вешай, она как бы держит. Я помню, мы одну там по 50, по 70 тенге продавали, я накопился на велосипед первый. И то велосипед не было где купить. Я, знаешь, что сделал? Нашел раму, сгоревшую раму. Вот к ней купил запчасти, там, велосипед, туда, эти колеса, туда-сюда. И вот поколение, да, как поменялось все. Ценности поменялись, все поменялось, время. Да. У меня таких историй нет. Это про то, что ты вот постоянно говоришь, про остановку. Это еще древнее история, брат. Таких миллион. Я просто не про поколение скажу, а тоже, насколько я себя не чувствую вообще старым же человеком, я чувствую себя молодым. И сейчас ребята, где я тренируюсь, там пришли ребята, они сейчас, одного награждали, кстати, на Найзе, он по юниорам тогда занял, по-моему, первое место. Димаш зовут, такой большой тяж. Ты не знаю, помнишь или нет? Короче, большой тяж. И пришел еще один тяжик, он сейчас, по-моему, третьим стал, или первым тоже по юниорам, или третьим стал по юниорам, ему там одному, по-моему, 20 лет, второму 19, или там типа... Короче, один 120 килограмм, второй 110. И просто, ну, они тоже там... Нет, я с ними там в парах вставал. И просто тоже такой думаешь, вот, ну, я их считаю дядьками. А потом такой сам думаю, мне они чуть ли уже не в сыновья годятся.
И тоже такой думаешь, нифига себе. Время, да? Ну, Время летит. летит. Такие дядьки уже, 120 килограмм, 19 лет. Капец. У нас подкаст так ММА, потом в какую-то грусть такую уж. Не грусть, а ностальгию. Да, в ностальгию Да. такую уходит. Ладно, нормально. друзья, чтобы полностью Как пел этот Вахтанг Кигабидзе, пусть Всевышний простит его. Мои года, мои богатства, мое богатство, да? Его песня была. Не, я все еще молодой. Вот. Да, друзья, подписывайтесь на все Как социальные молодой, сети. тебе 50 лет, брат, уже. Все это ерунда. Ровесник Сулы. Я вот проходил тест ВКонтакте на твой психологический возраст, у меня показывает 22 года. Не, он, наверное, интеллектный возраст. Типа, ну, типа, Психологический. психологический. 22. Развит на 22. Да, 22. Мне все больше не надо. Вот мне хватит уже 22. Да, друзья, не забывайте подписываться на социальные сети Лиги Найза. Это и наш Инстаграм, и наш ТикТок, и наш Ютуб, на котором вы смотрите сейчас это видео. Также не забывайте про то, о чем сегодня Нурбек Карбала говорил практически весь выпуск. У нас есть еще и сайт найза.тв. Там можно сделать подписку Продавал и весь смотреть. мозг. Да, смотреть. Вот сейчас кстати, Нурбек запустил какое-то видео. Рекламу. Можно смотреть на Найза ТВ турниры нашей лиги. Кроме того, не забывайте ставить там лайки, писать комментарии. Напишите, как вам без Сулы в этот раз, почему нету Виктории, почему нету Сулы. Они где-то вместе или нет? Это, Кстати, да. это сказал Почему нет Деда. Виктории, нет Сулы вместе? Я еще больше скажу, нет даже Айгерим. Короче, они без нас развлекаются, тусят, а мы работаем, пока их нету. Всем пока, встретимся через неделю. Были рады вас видеть. Всем салам алейкум. Ассаламу алейкум.